Заехал к нам повторно вот такой Кроун. До этого я ему менял помпу инвертора. Девушка поехала в деревню, и у нее опять помпа перестала работать. Да. Ну, диагностировал первую не я, как бы, то, что помпа. Просто по ошибке посмотрели, да, помпа, как бы, все поменяли. Они уже купили, поставили, все. Но оказалось, проблема совсем не в этом. Оказалось, машина была в ДТП года, ну, там каких-то годов сколько-то. И здесь какие-то кулибины собирали проводку. И получается, вот в этом месте был удар, походу, перебило провода. И вот у них все на скрутке здесь было. Это я сейчас уже просто сделал, а так был обрыв. Вот это все тоже было собрано. Мы сейчас будем все это дело переделывать, паять нормально и на термоусадку сажать. Все полностью защищать в гофру. Ну, чтобы такого беспредела не было. Мы будем сейчас делать нормально. Сейчас проверили, затестировали, помпа работает. Но мы... Да ладно, потом заведем, проверим. Ну, сейчас, по сути, мы раздербанили полмашины. Ну, докопались до истины. Вот такие вот дела. Так, сейчас будем все восстанавливать. Провода будем брать из компьютерного блока, наращивать. Такого вот качественный, хороший. Вот это все будем сейчас убирать. Переделывать на вот такую термоусадочку. Вот термоусадочная трубка. Паять будем все. Через олово все будет идти. Вот это все будем убирать и делать нормально. Нормально, да? А ты термуху-то забыл одеть? Нет, не забыл. А, там понизу тоже обрыв, да, есть? Ну. Первый готов. Все делаем вот на такую термоусадку с применением пайки. Вот уже одну сделали, закатали в гофру. Уже аккуратненько. Вот такая коса получилась. Четко, как по заводу. Ну, термоусадочки есть всякие. Не, черную надо найти. А где мы ее найдем? Найдем сейчас. Давай поищем тогда темную и продолжим. По-старому за кайф могут залезть в тепло. Старые знакомые черепахи ниндзя. Танцы крепкие, но дурманом правит гинза. Жизни ее ебаные, там делать по кайфу. Нарубили дров, давай жугли по лайфу. За наши поступки вот эти только мы. Вот так вот все в термоусадочке сделали. Вот так вот у нас получилось все. По-моему, длинновато маленько. Снимем мы помпу инвертора. Вот свидетельствует этому бачок. Вот всегда должна жидкость в инверторе вот так вот бурлить. Если она бурлит, значит помпа инвертора работает. Если нет, значит нет. Кроуни. Короче, у него здесь вот этот предохранитель 10 ампер. Он отвечает за помпу инвертора. Если помпа не работает, сразу первым делом его проверяем. И вот этот вот реле
Реле можно просто перекинуть местами, проверить, будет работать или нет. Тоже как вариант такая работа. Ну так мы диагностируем работу помпы. Ну а дальше уже смотрим проводку, фишки и все такое. В принципе, как бы разобрались, все работает. Такие дела. Все, собираем кроуна. Уже собрали здесь все под капотом. Можно закрывать. Сейчас ставим колесо. Никаких у нас уже ошибок по инвертору нету. Все, машина работает.